Добрый день, участники нашего вебинара. Тема сегодняшнего вебинара – использование имитационных подражательных движений в коррекции двигательных нарушений у детей с ДЦП. Коррекционно-развивающая игра зверобика. Часто спрашивают, а почему зверобика? Да потому что мы, играя, превращаемся в зверюшек. Работая с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, надо было искать такие формы занятий, чтобы ребенку было интересно заниматься. Не дрессировать детей, а пробудить в них желание двигаться, сделать так, чтобы дети получали удовольствие от занятий. Толчком для создания программы коррекционно-развивающей игры зверобика стало участие в семинаре «Система развивающей терапии». Проводил семинар педагог, музыкант, врач, психотерапевт Лазарев Михаил Львович. На своих лекциях он рассказывал, как с помощью музыки и движения можно восстанавливать здоровье детей. Из его методики я взяла раздел кинезиопластики. Кинезио означает движение. В этом разделе реабилитации рассматривается такой вид движения, как имитационный. Подражательные движения имеют большое значение в обучении детей дошкольного возраста разнообразным видам движений. Это самый доступный для детей способ восприятия двигательной деятельности. Ребенок обучается умению подражать движениям животных, стараясь передать повадки, мимику, характер, голос животного. Подражательные движения легче освоить, если время от времени понаблюдать за животными, которых он хорошо знает. А может, стоит сходить в зоопарк или посмотреть фильм о жизни животных, увидеть, что кошка – это гибкость, а лев – это сила, слон – это мощь, а змея – это хитрость, муравей и пчела – это трудолюбие. У детей с последствиями ДЦП разнообразие движений ограничено, мал запас двигательных умений и навыков. Им трудно выполнять какие-либо движения. Они даже не знают порой, как это сделать, так как нарушена связь между головным мозгом и мышцами. Мешают порочные позы, нарушена координация движения, ограничены движения в суставах. Войдя в образ ежика или слона, змеи или попугая, дети двигаются, пусть движения их неуклюжи, но они стараются подражать их движениям и повадкам. Использование игрушек, рассказов про жизнь животных, просмотр видеороликов, прослушивание песен помогает детям войти в образ. Каждое занятие – это увлекательное путешествие в зоопарк, где живет слон, в лес, где прячется от волка ежик, или в деревню, где можно увидеть корову или козу. Можно отправиться в путешествие на морское дно или на ковре-самолете улететь в Африку, где живут веселые обезьянки. На занятии мы строим муравейник, как это делают муравьи-строители, или летаем в поисках цветочной поляны, как это делают пчелы. Превратившись в верблюда, ищем в пустыне озеро, чтобы напиться воды. А как нравится детям кричать на занятии? Да где же еще они могут громко покричать, как кричат павлины или квакают лягушки, порычать, как львы, или пожужжать, как пчелы. Итак, разберем несколько примеров подражательных. Занятие кошечка. Что необходимо приготовить для этого занятия? Приготовить игрушку кошка или картинку с изображением кошки, или видеофрагменты, послушать песню про кошку, прочитать рассказ. Необходима дорожка, вырезанная из клеенки или из ткани шириной 25-30 см, массажный мячик, клубочек с нитками, фантик, привязанный к ленточке. Из нитканки вырезать несколько рыбок, приготовить тарелочку или блюдечко, коврик для отдыха и мешки с наполнителями из фасоли, гороха, бобов. Размер мешков 25 на 20 сантиметров. Они заменяют фабричные массажные коврики. Их можно использовать на любом занятии.
Все дети видели и знают про кошку, как она умеет очень тихо ходить, она очень гибкая, ловкая, любит играть клубочками, мячиками и любит лакомиться рыбкой. В гости к кошке мы пойдем по узенькой дорожке. Идем тихо-тихо, чтобы кошку не разбудить. Ноги ставим на всю ступню, пяточки крепко прижимаем к полу. А дальше пойдем по мешкам с наполнителями. Эти мешки помогают нашим ногам стать крепче, укрепляют мышцы стоп. Устали? Сядем на стул или пол и сделаем самомассаж рук с помощью массажного мячика. Мячик помогает рукам и пальчикам стать сильнее. Детки очень любят играть с массажным мячиком. Ну что ж, давайте сделаем самомассаж. Катаем мячик между ладошками. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мячик мы катать. Будем мячик мы катать, наши ладошки разминать. Пощупаем, пощипаем мячик пальцами рук. Раз, два, три, четыре, пять. Будем мячик мы щипать. Будем мячик мы щипать, наши пальчики разминать. А чтобы превратиться в кошечку, надо сказать волшебные слова считалки-превращалки. Сначала приготовим стрелочку. Прямые руки держим перед собой так, чтобы ладони были соединены. Большие пальцы отведены от остальных пальцев и смотрят вверх. Обязательно следим за постановкой больших пальцев, потому что у деток с ДЦП большие пальчики часто бывают спрятаны под остальные 4 пальца. Поворачиваемся вокруг себя вправо и произносим считалку. Раз, два, три, повернись и в кошечку превратись. Если ребенок не может стоять самостоятельно, то все движения выполнять, сидя на стуле. Стул должен быть подобран по росту ребенка. Ноги с опорой стоят с опорой на всю ступню. Взрослый произносит слова. Уселась кошка на окошке и стала лапкой ушки мыть. Понаблюдай за ней немножко. Ее движения можно повторить. Пусть ребенок сам покажет, как кошка сидит на окошке, развивает свое воображение. Сесть можно на пятки или с выпрямленными вперед ногами. Деткам так удобнее сидеть. Громко помяукать, помурлыкать, ведь теперь ребенок в образе кошки. А как кошка умывается? Она моет ушки лапкой. Мы можем повторить это движение. Мягкими, нежными движениями гладим свои ушки, моем их. Сначала одно ушко, а затем другое. Можно правой рукой погладить левое ухо, а потом наоборот сделать такую диагональную гимнастику. Кошка утром делает свою зарядку. Встать на четвереньки, руки поставить так, чтобы пальцы были выпрямлены. Большой палец отведен в сторону. Это очень важно. Когда кошка сердится, она поднимает свою спину, выгибает ее. А когда кошка добрая, она прогибает свою спину. Кошка добрая. Повторите это движение несколько раз. Любит кошка играть клубками ниток, когда мама вяжет теплые носки. Положение на четвереньках, оттолкнуть клубок одной рукой, проползти до него, следим за постановкой кистей и оттолкнуть другой рукой. Сделать это движение несколько раз. Любит играть кошка бантиком, привязанным к ленточке. Взрослый держит ленточку так перед ребенком, чтобы ему надо было встать на коленки и схватить бантик. Посмотрите, сколько здесь движений надо ребенку сделать. Встать на коленки и рукой схватить бантик. А лакомиться кошка любит рыбкой. В исходном положении, сидя на стуле или на полу, захватывать пальцами ног, ребенок босиком, рыбку и класть ее в тарелочку. Повторить несколько раз. Играем правой и левой ногой. Если у ребенка не получается, необходима помощь. Поднести рыбку к пальчикам и сжать своей рукой пальцы ребенка, чтобы ребенок почувствовал это движение. А после еды кошка пошла отдыхать на свой коврик. На четвереньках ребенок ползет к коврику. Тут обязательно также следить за постановкой рук и координированным движением рук и ног.
Правая рука, левая нога при ползании. Ребенок ложится на коврик, свернувшись клубочком. Ему можно дать игрушку, хорошо это если мягкая игрушка. А взрослый может лечь рядом, спина к спине, и во сне помурлыкать. На ковре котята спят, просыпаться не хотят, крепко спят спина к спине и мурлыкают во сне. После отдыха обязательно надо повторить считалку-превращалку и стать снова ребенком стать, назвать свое имя, не забыть, а то останется котенок, который будет все время мурлыкать. Какие же коррекционные задачи здесь решаются? Тренировка равновесия, тренировка опороспособности стоп, укрепление мышц ног и рук, коррекция постановки большого пальца, упражнения для тренировки умения ползать на четвереньках, совершенствование тактильных ощущений, упражнения для тренировки гибкости позвоночника. Следующая игра «Белочка-хозяйка». Что надо приготовить? Белочку, картинку белочка, видеоролик о жизни белочки в лесу. Если есть маска, то ребенку будет легче войти в образ. В интернете можно найти песню про белочку, послушать ее. Поговорить с ребенком о том, что значит белочка-хозяйка. Она готовится к зиме, делает запасы шишек и грибов. Сделать дупло для белочки, накрыть стол большой тканью или найти укромное местечко, куда ребенок может спрятаться. По возможности приготовить шишки, орешки, грибочки, вырезанные из ткани. Приготовить корзинку и ведерко. Если есть обруч, то его можно использовать для подлезания. Приготовить невысокие кочки для перешагивания. Кочки можно сделать из мусорных пакетов, набитых чем-нибудь мягким, из уложенных в пакет книг. И лесную полянку для отдыха. Это может быть покрывало, плед, отрез ткани с изображением зверюшек. Ну что ж, начинаем нашу игру. Ветер гонит по земле пестрых листьев стайку. Приготовилась к зиме белочка-хозяйка. Мы отправляемся в лес, где живет белочка. В лесу много шишек. Шишками можно сделать самомассаж ладошек. Шишки можно использовать разные. Кедровые, еловые, из пихты. Раз, два, три, четыре, пять. Будем шишками играть. Будем шишками играть. Наши руки развивать. Перекладываем шишку из одной руки в другую. Шишку в руки мы возьмем и тихонечко сожмем. Ручка левая сжимает, правая ей помогает. Легкое сжатие шишки руками. Дорога в лес дальняя, сложная. Нам надо перешагнуть через кочки. Несколько раз перешагиваем через кочки. Надо пролезть под ветками деревьев. Подлезание через обруч. Важно правильно делать перешагивание через кочку. Детям с ДЦП очень сложно сделать это движение. Надо обязательно его держать за руку. Говорить ему, какие движения необходимо сделать. Ногу согнуть в колени, приподнять, перенести через кочку, поставить с опорой на всю стопу. Не спешите. Лучше сделать перешагивание 1-2 раза, но правильно. Если ребенок не может самостоятельно ходить, то его можно взять на руки и проделать с ним весь путь на руках у папы или у мамы. А чтобы превратиться в белочку, надо приготовить стрелочку. Прямые руки держим перед собой, ладони соединены, большие пальцы смотрят вверх. Обязательно следим за постановкой больших пальцев. Это очень важно. Поворачиваемся вокруг себя и произносим считалку. Раз, два, три, повернись и в белочку превратись. Встаем на четвереньки и прячемся в дупло. Проследите, чтобы во время ползания ребенок ставил руки правильно, расправлял кисти, большой палец был отведен в сторону. И координированно двигались руки и ноги. Скоро наступит зима. Белочке надо сделать запасы. Она вылезает из своего дупла и начинает готовить свои запасы. Грибы, шишки, орешки лежат недалеко от дупла. Белочке это все надо перетаскать в свое дупло. Ребенок, ползая на четвереньках, все предметы переносит в дупло.
Грибы из нетканки можно захватывать пальчиками, ребенок босиком, в исходном положении, сидя на полу. Если ребенок сидит, то в исходном положении сидя. Если не получается захват, то ребенку надо помочь. Поднести грибок к пальчикам ног и сжать своей рукой, чтобы ребенок почувствовал это движение. Грибы складываются в корзинку или ведерко. Белочка сделала большие запасы. Теперь можно отдохнуть. Ребенок ложится на полянку отдыхать. Включается приятная тихая музыка. После того, как отдохнули, не забываем посчитать считалку-превращалку и снова превратиться в ребенка. Раз, два, три, повернись. И в Таню, Олю, Мишу превратись. Называем имя ребенка. Возвращаемся из леса домой. Можно снова пройти той же дорогой. Какие же здесь коррекционные задачи? Самомассаж с шишками, тренировка мышц кисти, раздвижение кисти, совершенствование тактильных ощущений, тренировка равновесия, перешагивание, повороты, тренировка координации движения рука-нога при ползании, тренировка опороспособности рук во время ползания, коррекция постановки большого пальца. Тренировка опороспособности стоп во время перешагивания, укрепление мышц пальцев во время захвата грибочков пальцами ног. Поиграйте несколько раз с ребенком в эту игру. Следующая игра – обезьянка. Что необходимо? Обезьянка или картинка, просмотр видеоролика про обезьян, их повадки, что едят, где обитают, послушать песню про обезьянку, приготовить невысокие кочки для перешагивания, приготовить ковер-самолет, это может быть маленький коврик или подушка, гимнастическая палка, кусок толстой веревки, контейнеры от киндер-сюрпризов, 2 ведерка, полянка для отдыха. Итак, начинаем играть. Сегодня мы полетим в Африку, где живут обезьяны. Туда мы полетим на ковре-самолете. Но до него надо дойти. Перешагиваем через кочки. Правильно перешагиваем. Дальше идем по канату боком, приставным шагом. Канат можно пощупать пальцами ног, укрепить пальчики. По канату можно пройти, как ходят канатоходцы. Если ребенок не может ходить самостоятельно, то на пол, где он сидит на стульчике, положить небольшой канат, чтобы ребенок тоже проделал эти движения, почувствовал, пощупал пальчиками ног канат, подвигал ножками по канату. Дошли до ковра самолета. Садимся на него по-турецки или в положении с широко разведенными ногами. Вы уже знаете, для чего садимся с широко разведенными ногами. У детей, у многих в состоянии приведения ног. Проверили осанку, сели прямо. Заводим мотор ковра самолета. Сделать вдох через нос, а на выдохе произнести «ррррррррр». Долго выдыхаем. Несколько раз делаем вдох и выдох. Руки поднимаем в стороны, ладонями кверху. Положение супинации. Полетели. Можно закрыть глаза и расслабиться. А взрослый в это время может рассказать о том, что в Африке очень жарко, там живут обезьяны, крокодилы, бегемоты, попугаи. Перед считалкой-превращалкой сделаем самомассаж рук с использованием палочек, веточек деревьев. Для самомассажа используются палочки или веточки толщиной с карандаш. Необходимо выровнять кончики веток и по возможности зашлифовать, чтобы не было никаких травм. Ветку в руки мы возьмем и сжимать ее начнем. Крепко сжимаем ветку в кулачках. А теперь ее покрутим и огонь скорее добудем. Ветка зажата между ладонями, пальцы крепко прижаты друг к другу. Трем ветку между ладошками. Веткой пальцы укололи, но слегка, совсем без боли. Кончиком пальцев выполняем легкие покалывания подушек пальцев.
Мы ладошку раскрываем, рисовать мы начинаем. Нарисуем-ка цветок и красивый завиток. На раскрытой ладони кончиком палочки рисуем сердцевину цветка, а на пальцах рисуем лепестки. После самомассажа считаем считалку-превращалку. А чтобы превратиться в обезьянку, надо наклониться, чуть согнуть ноги, руки свесить и походить в таком положении по комнате. Походить, если это возможно, на наружном крае стопы. Если ребенок не может выполнять эти движения в положении стоя, то его надо посадить на стул. Стул должен быть подобран по росту ребенка. Все движения выполняются сидя. Обезьянки очень любят лазать по веткам. В руки берем гимнастическую палку и имитируем лазание по веткам. Упражнение делаем медленно. Открываем кисть широко, пальцы прямые. Захватываем палку так, чтобы большой палец лежал на остальных пальцах. Питаются обезьянки бананами, апельсинами. В положении сидя на полу перекладывать киндер-контейнеры – это как будто бы бананы из одной емкости в другую. Упражнение сделать сначала одной рукой, затем другой. Сидит ребенок или по-турецки, или с выпрямленными вперед ногами. Можно из желтой ткани сшить банан. В положении сидя на полу захватить банан стопами и дать его игрушке-обезьянке. Много бананов съели обезьянки. Живот у них стал большой-большой. Руки положить на живот. Сделать вдох через нос. Надуть живот. Выдох сделать через рот. Живот втянуть. Надуваем в животе шарик, раздуваем шарик и раздуваем шарик в животе. Такое дыхательное упражнение. Настала пора обезьянкам отдыхать. Лечь на коврик, закрыть глазки и под приятную музыку отдохнуть. После отдыха лечь на спину и приятно-приятно потянуться. Не забудьте из обезьянки превратиться в детишек. Считаем считалку-превращалку. 1, 2, 3. Повернись и в детишек превратись. Садимся на ковер-самолет, также садимся или по-турецки, или ноги широко разводим в стороны и возвращаемся из Африки домой. Какие коррекционные задачи здесь? Тренировка аппаратоспособности стоп, укрепление мышц стоп, пальцев ног, тренировка равновесия, формирование привычки сохранять правильную осанку, тренировка манипулятивной функции руки, упражнения для преодоления сгибательно приводящих установок верхних конечностей и нижних конечностей, дыхательные упражнения, развитие мелкой моторики при массаже, коррекция постановки большого пальца. И еще раз хочется напомнить, никакие усилия врачей, медсестер и массажистов, никакие новейшие методы реабилитации не смогут помочь ребенку, если его родители не поставят перед собой задачи помочь ему. Возможность успешной реабилитации в первую очередь зависит от терпения родителей, от их желания помочь своему ребенку, от ежедневной, кропотливой работы со своим ребенком. Это тяжелая обязанность и большая ответственность, но если родители готовы работать ежедневно, упорно, передвигаясь маленькими шагами, то результат обязательно будет. Пусть крохотный, но результат. Это будет ваша победа и победа вашего ребенка. Играйте с детьми, развивайте движение ребенка через игру. Спасибо за внимание.